Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем момент нападения на 38-летнюю женщину на улице Кулахметова в Казани. Пострадавшая скончалась в больнице, подозреваемый в розыске. Расскажем о пожаре в квартире на Декабристов. Годами копилось. Это не то, что годами копилось, это просто нам да. И что вскрыло возгорание. А также сознательный ложный вызов. У них притон начался. Тут все, тут алкоголики ходят, дети маленькие ходят. ЧП местного масштаба в доме на улице Королева и хроника дорожных происшествий. Просто эти вот, которые стояли тут на стоп-линии, вообще. Это и не только. Прямо сейчас. 38-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице в результате нападения на нее у одного из домов на улице Краснококшайская в Казани. Все произошло прямо перед объективом камеры видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина, одетый во все черное, прячется за стеной. В руке, как потом установили стражи порядка, молоток. Когда женщина приблизилась, он стал бить ее по голове. На снегу потом осталась лужа крови. В этом месте пострадавшую и обнаружили прохожие. Вызвали скорую помощь и полицию. Медики срочно госпитализировали женщину, но травмы были несовместимы с жизнью. От полученных травм она скончалась в больнице. Подозрения в совершении преступления пали на ее супруга. Полицейские установили, что после нападения он зашел за дом и сел в темную «Шкоду Рапид», за рулем которой сидел предположительно его знакомый. Обоих объявили в розыск. 74-летняя женщина получила ожоги второй степени 15% тела в результате пожара в квартире одного из домов на улице Декабристов в Казани. Огонь в ее квартире заметил сосед. Из его окна как раз видно кухню соседки. Тут же вызвал пожарных. Дверь пенсионерка не открывала, ее пришлось взламывать. К эпицентру возгорания пожарным пришлось пробираться с трудом. Вся трехкомнатная квартира была забита мусором. Я в окно увидел пожар. Еще в домофон позвонил, сказать, что у вас там даже пожар, там окно разбитое. Позвонил, через 3 минуты приехали пожарные. Одно из окон его квартиры выходит как раз на окно кухни соседки. Полыхало, говорит молодой человек, на подоконнике. Предполагает, что стекло лопнуло из-за жара. На подоконнике так мусор горел, все. Второй сосед бабушки узнал о пожаре, услышав грохот на лестничной площадке. Да и дым уже начал проникать к нему домой. Пожарные как раз ломали ее дверь. Что было за ней, поразило всех. Говорят, хорошо, что пожарные сработали оперативно и не дали огню перекинуться дальше. Разгуляться пламени было где. Адекватная, нормальная? Да, может быть. Женщину вынесли из квартиры в кислородной маске и передали в руки медиков. Врачи диагностировали у нее ожоги второй степени 15% тела и госпитализировали. Соседи рассказывают, пенсионерка особо ни с кем не общается, из дома практически не выходит. Живет, уверяют, одна. Изредка женщину навещает дочь. Приехала она и сразу после пожара. Говорит, что живет в этой же квартире, а дома немного не убрано, потому что просто не успела выбросить мусор. Я здесь живу, я просто утром ухожу, вечером прихожу. Здесь живете? Да. Ну, всем по-разному. Ну, вы что, времени все не вынесли. Ну, это не за один день, не за 2 часа. Я знаю, что Годами копилось. это не то, что годами копилось, это просто нам вовремя не вынесли, мы ничего. Вот оттуда нет. Или еще Да. где-то есть? Я единственная дома. Сколько лет копился мусор в квартире и почему его не выкидывали, интересовало всех. Угроза тут всему подъезду. Нет, просто не выкинуты вовремя. Просто, скорее всего, чайник поставила. По предварительным выводам пожарных дознавателей, пожар вспыхнул на кухонном подоконнике вследствие неосторожного обращения с огнем. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Лена Знатульна, Константин Бушуев, «Вызов 112». Сообщение о пожаре в квартире одного из домов на улице Королева поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. Звонил хозяин, который рассказал, что жилье полыхает открытым огнем. Внутри 3 человека, включая его самого. Один из его друзей уже потерял сознание, а выйти они не могут. Дверь заблокирована. После такой информации действовали оперативные службы быстро и решительно. Борька какой-то дверь делал, теперь видишь, она теперь. А я ее купил специально, чтобы ее взломать нельзя было. Взломать дверь пожарные не смогли. Свое обещание продавцы выполнили. Ее просто вырвали из стены вместе с металлической коробкой. Ну, полиция на месте была, скрывали дверь. Причиной столь суровых мер послужило сообщение, поступившее от хозяина этой квартиры. Мужчина позвонил на единый номер вызова экстренных служб и сообщил, что дома пожар, и он с 2 друзьями заблокированы внутри. Не смогли открыть входную дверь. Внутри пожарные действительно обнаружили 3 мужчин и кладовку
клочок обгорелой бумажки. Просто двери сказали, открыть не смог. Позвонил пожарным, сказал задымление. Все, надо психушку, белая горячка, значит. Его гости просили их не снимать, но рассказали: в Казани проездом. Тут была пересадка, и пока ждали поезд, встретили мужчину, который предложил не ждать на вокзале, а пойти к нему домой, заодно и выпить. Они согласились. Когда хозяин позвонил в экстренные службы, говорил о задымлении и поджег бумагу, просто не знали, что делать. Его надо вообще отсюда выкидывать, этот придурка. У них притон начался, тут все, тут алкоголики ходят, дети маленькие ходят, ничего не могут сделать. Квартира раньше принадлежала этому молодому человеку. Он делал в ней ремонт и ставил дверь, но потом поменялся на квартиру побольше в этом же доме. Потом я соседи начали, кому продал квартиру, придурку какому-то, через полгода, год где-то. Я говорю, я откуда знаю, он нормальный вообще человек, работал где-то, не знаю. С тех пор жизнь жителей верхних этажей этого подъезда стала превращаться в ад. Говорят, пьяные ходят круглые сутки, стучатся в двери, ни о какой безопасности нет и речи. Что, конечно, изменение личности. У него же и белочка была, и я же психиатр, и сумеречное состояние. Вот у меня, например, может завтра убить, а послезавтра он, когда придет в себя, он будет удивлен, как убился, как же моя хорошая соседка. Он какой безразен, пьет, наверное, там сколько ему лет-то? 50. 50? Ну, лет 30 пьет, наверное. Если не больше, и все еще жив, я прям поражаюсь. Конечно, это неэтично так говорить. Нет. Люди берут, умирают. Что-то он взял и умер. А это... Обращения в полицию, говорят соседи, не помогают. Максимум выписывают мужчине штраф, и все начинается снова. Как говорит полиция, вам глаз не вырвали, ухо не оторвали, ногу не сломали. Пока не убили. Значит, никакой статьи нет, да? Вот его вызовут, 3000 напишут штраф, который наплатит, и все. И завтра начинается все по новому. От мужчины, рассказывают, отвернулись родственники. Дольше всех его навещала сестра, но ее давно тут не видели. Раньше по несколько месяцев лежал в наркологии. Для них наступали спокойные времена. Теперь же на госпитализацию мужчина не соглашается, а принудительно положить в клинику нельзя по закону. Алия Хайрудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Mazda третьей модели и Land Rover столкнулись на перекрестке улиц Краснококшайская и Батаршина. Трагедии, по мнению водителя внедорожника, не произошло только чудом. Тяжелый автомобиль после удара подлетел на сугробе, снес забор, перелетел через пешеходную дорожку. Повезло, что людей в тот момент там не было, хотя место обычно довольно оживленное. Вот представляешь, пешеходы бы ушли, что было. То, что никто не пострадал, водитель внедорожника считает чудом. На пешеходной дорожке на разделительной полосе никого не было, когда тяжелый Land Rover перелетел ее, подскочив на сугробе и снеся забор. Остановился внедорожник только на встречной полосе, не доехав до находящихся там машин всего несколько сантиметров. Просто эти вот, которые стояли тут на стоп-линии, обо***лись вообще. Внедорожник двигался по улице Кулахметова в сторону Серова, Mazda по Батаршина. Как уверяет водитель Land Rover, на красный. Я оттуда ехал, он сбоку выскочил, бам мне, и я через забор. Водитель Mazda свое видение причин аварии рассказать отказался. Знакомые владельцы внедорожника говорят, оно и понятно. Правило, по их словам, нарушил именно он. И у него же есть этому и доказательства в виде записи с регистратора. Водитель Mazda просто ехал на красный. Надеялся, что проскочит. На регистраторе все едет. Степень вины каждого из водителей будут определять на разборе в автоинспекции. Каждая из машин получила значительные повреждения. И если страховых выплат не хватит на ремонт, то виновному, вероятно, предстоит самому выплачивать разницу. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Сплошным проверкам подверглись сегодня водители автобусов и такси в Казани. Это был совместный рейд ГИБДД, автодорожного надзора и миграционной службы. У перевозчиков проверяли все от наличия необходимых документов и российских прав в тех случаях, когда того требует закон, до технического состояния подвижного состава. Всего проверили 25 автобусов и 60 автомобилей такси. Большинство вопросов возникло как раз к последним. Сотрудниками госавтоинспекции в отношении водителей составлено 29 административных материалов и 2 автомобиля такси помещены на спецстоянку. Сотрудниками МУГАДН составлены 2 материала за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан составлен 1 материал за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.